Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем онлайн-проект «Уроки медиации». Сегодня мы вам хотим рассказать об одном из направлений медиации – это школьная медиация. Немного об истории развития школьной медиации в Соединенных Штатах Америки. Школьная медиация родилась в школах Нью-Йорка в 60-х годах XX века. В контексте борьбы за человеческие права и ненасилие был запущен первый проект в действие, и назывался он «Детский проект для друзей». Его основная цель была связать техники ненасилия с разрешением конфликтов. В 1972 году проект получил новое название «Творческий ответ детей на конфликт». Он помог формировать умения общения, самоутверждения, сотрудничества и разрешения конфликтов. В конце 70-х годов группа учителей из Соединенных Штатов Америки учредили Национальную ассоциацию учителя за социальную ответственность. Их основной целью была поддержка образования за мир. Приблизительно в это же самое время сообщество медиаторов Сан-Франциско осознает необходимость введения разрешения конфликтов в учебный план школ. Медиатор Хелен Дэвис выражает свое убеждение, что дети, начиная уже с 4-5 класса, вполне созрели, чтобы участвовать в таком обучении. В 1984 году в Соединенных Штатах Америки создается Национальная ассоциация для медиации в образовании. Вначале она запускает всего 6 программ, сейчас их более 200. Из-за своего успеха и эффективности они распространяются во всем мире. Из Соединенных Штатов Америки школьная медиация распространяется в Англию, а потом и в остальные государства континента. В северных странах Европы на медиацию сильно повлияла статья Нильса Кристианса «Конфликт как качество» 1970 года. По его мнению, медиация имеет 5 принципов. Она должна быть способствующей, мирной, свободной, конфиденциальной и восстановительной. Свободно – это когда все участники приходят на медиацию свободно и должны свободно участвовать и воздействовать во время всего процесса. Это основополагающий принцип. Мирное – использование силы, угрозы или других подобных подходов запрещается. Задача медиации – трансформировать конфликт, прежде чем он накалится. Конфиденциальное – ничего из того, что было сказано во время медиативного процесса, не может быть использовано против стороны вне этого процесса. Конфиденциальность – это средство создания открытой и честной обстановки. Способствующее. По мнению Кристианса, медиатор должен быть не профессионалом, он должен быть одним из участников, а не специалистом. Роль медиатора – быть фасилитатором, то есть человеком, обеспечивающим успешную групповую коммуникацию. Медиатор должен быть нейтральным и беспристрастным. Фасилитатором от латинского – это легкий, удобный. Это тот человек, который обеспечивает успешную групповую коммуникацию. От английского слова означает решение, упрощать примеры и задачи. Восстановительная. Через свой трансформативный аспект медиация работает восстановительным образом. Медиация должна сосредотачиваться на отношениях между сторонами. На этом первая лекция об истории школьной медиации окончена. Спасибо за внимание. До следующих встреч!